Добрый вечер, в студии Руфина Мукминова и время реальной экономики. Месяц назад в России стартовал отопительный сезон. Запуск тепла – сложный и долгий процесс. И сегодня мы бы хотели рассказать вам о том, как это происходит, от чего зависит и в чем главные сложности. Подготовка к осенне-зимнему периоду – одна из самых важных задач для страны. Как известно, сани готовят летом, поэтому и систему отопления готовят заранее, до наступления холодов. Этот год для нас всех стал особенным. Ковид-пандемия ураганом прошлась по всем отраслям российской экономики. И теплоэнергетика не стала исключением. В некоторых регионах страны упала платежная дисциплина за жилищно-коммунальные услуги. В связи с этим местами просела подготовка отопительного комплекса к зиме. Например, в Уральском федеральном округе в августе выполнение календарного плана ремонта энергетиками составляло 70%, что было ниже, чем за тот же период в прошлом году. На перенос сроков повлияли ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. В Москве пандемия также сдвинула дату начала гидравлических испытаний. Они предусматривают временное отключение горячего водоснабжения. Но поскольку большая часть москвичей работала удаленно, было решено перенести срок испытаний с начала мая на 1 июля. Впрочем, работу выполнили в срок до 1 сентября. Ремонтная кампания и подготовка к зиме энергетического комплекса Татарстана, несмотря на карантинные мероприятия, прошла по утвержденному графику. Можно смело сказать, наша республика к зиме оказалась готова. Смотрите в этом выпуске. Почему России выгодно центральное отопление? Как эта система работает в других странах? Наш обзор в рубрике «Большой вопрос». Мы провели 2 капитальных ремонта турбинного оборудования, текущие плановые ремонты котельного оборудования. Тепло нашему дому. Как теплоснабжающие организации Казани подготовились к отопительному сезону? По каким показателям оценивается эта готовность? Специальный репортаж в реальной экономике. Дистанционно с нами на связи начальник производственно-технического отдела компании ТКК-16 Алмаз Латыпов. Какие вопросы к энергетикам подготовили жители? Осенними вечерами мы вспоминаем о тепле, которое приходит в наши дома с наступлением первых холодов. При этом мы не всегда задумываемся, благодаря кому батареи в квартирах становятся теплыми, почему тепло – одна из самых дорогих жилищно-коммунальных услуг и что ожидает рынок теплоснабжения в будущем. В нашей стране генерация тепла тесно связана с производством электроэнергии. По сути, все производящие электричество станции, кроме гидроэнергетических, генерируют и тепло. Рассмотрим упрощенную схему тепловой генерации в части горячего водоснабжения. На примере работы теплоэлектроцентралей. ТЭЦ, помимо генерации электроэнергии, осуществляет подачу горячей воды в центральную систему отопления и для бытовых нужд. На ТЭЦ в топке энергетических котлов одновременно поступают топливо и разогретый воздух. Тепло от сгорания топлива превращает поступающую в котел воду в пар, который затем под давлением подается на паровую турбину. Мощный поток пара заставляет ее вращаться, приводя в движение ротор генератора, который преобразует механическую энергию в электрическую. Часть пара из турбины поступает в подогреватели сетевой воды, в которых холодная вода нагревается до заданной температуры, после чего сетевыми насосами подается в систему тепломагистралей и поступает к потребителям и используется для снабжения тепловой энергией жилых и производственных зданий, социальных учреждений и так далее. Остывший теплоноситель под трубопроводом обратно сетевой возвращается на ТЭЦ и снова подается на подогреватели. И так цикл повторяется. Для понимания, сетевая вода не попадает в паровые котлы. Она циркулирует в системе, нагревается в сетевых подогревателях на станции и отдает тепло через радиаторы, то есть батареи у потребителей. Как правило, в крупных российских городах вся система теплоснабжения соединена и работает как единая сеть. Первые системы отопления и теплого пола, так называемые гиппокаусты, появились еще в Римской империи. Оказывается, уже тогда по сети специальных каналов, размещенных под полом и в стенах, пропускались горячие дымовые газы из печи. Римские инженеры первыми стали использовать одно специальное помещение и сеть каналов вместо того, чтобы строить печь в каждом отдельном помещении. Эти и другие любопытные факты, а также о том, как согревают себя в других странах, узнаем в рубрике «Большой вопрос» от Алены Мартынец. Наше представление об уюте – холод и непогода за окном, мерцание огня в камине. Недаром и дом свой мы называем семейный очаг. Все страшное и неприятное остается за стенами, а внутри безопасно и тепло.
Это ощущение передалось нам от далеких предков, которые впервые развели костер в пещере. Проходили столетия, человек подчинял себе новые виды энергии, менялся принцип отопления жилищ. Тенденция к централизованному типу отопления возникла в конце XVIII века, когда в городах стали строить многоэтажные здания. В 1777 году французский инженер Бониман изобрел первую водную систему отопления с естественной циркуляцией. Ее основные принципы применяются для отопления жилых зданий до сих пор. А в 1875 году в России, в первой стране Европы, появилась квартира с отдельной системой водяного отопления. На территории современного Татарстана к концу XIX века было построено несколько крупных промышленных предприятий, где для отопительных нужд использовался вырабатываемый водяной пар. В этот же период в Казани начинается строительство многоэтажных жилых домов с центральным отоплением от индивидуальных домовых котельных. В качестве теплоносителя в них использовалась горячая вода в системах с естественной циркуляцией, а топливом служили дрова и каменный уголь. В 20-е годы прошлого века в советской Татарии развернулось энергетическое строительство. Первая ТЭЦ в Казани была введена в строй в июне 1925 года, но тепловой энергией заводы и фабрики снабжались только за счет своих котельных. И только в 30-х годах с пуском в эксплуатацию других казанских станций начинает проводиться планомерная теплофикация районов города. Век 21 подарил человечеству еще большие блага цивилизации. Оборудование, которое сейчас вырабатывает обогревающее наши дома тепло, уникально. Например, на базе Казанской ТЭЦ-3 функционирует одна из самых мощных в мире газовых турбин производства General Electric. В 2017 году была введена в работу газотурбинная установка, которая позволила нам намного снизить себестоимость нашей продукции. В то же время она позволяет повысить нашу эффективность работы, в том числе и теплосетевого оборудования. Модернизация ТЭЦ позволила вдвое увеличить мощность станции с 384 мегаватт до 790. На сегодняшний день Казанская ТЭЦ-3 способна вырабатывать тепловую энергию до 2390 гигакалорий в час. Как известно, Россия – страна с централизованным отоплением, когда тепло в дома поступает, образно говоря, из большой общей трубы. Однако так происходит не во всех странах. Все зависит от климата и доступности энергоресурсов. В Японии, например, центральное отопление установлено только в самой северной префектуре – Хоккайдо. Жители остальных территорий заботятся о тепле в своих домах самостоятельно. Кстати, в японских школах отопления вообще нет. В коридорах есть точки локального обогрева, где на переменах дети могут погреть руки. В ходу и традиционный атрибут японской культуры – так называемый катацу. Каркас стола накрывается тяжелым одеялом, сверху столешница. Под таким столом располагается источник тепла, одеяло изолирует объем теплого воздуха, и домочадцы имеют возможность греться таким вот образом. В Исландии, как и в России, основное отопление централизовано. Но организовано оно необычным образом. 90% домов в стране отапливаются за счет геотермальной энергии. В стране очень много активных вулканических зон и гейзеров. Получать энергию от них дешево, и поэтому цены на теплоснабжение в Исландии существенно ниже среднеевропейских. Здесь даже тротуары зимой отогревают теплом от горячих источников. В Великобритании можно выбрать, у кого покупать тепло. Примерно так же, как вы выбираете, на какой заправке заправлять машину. При этом отопление работает только несколько часов в сутки, а в туалетах и ванных комнатах батарей, как правило, нет. Зимой температура в них не поднимается выше 10 градусов. В этой стране нормальной в помещениях считается температура от 16 до 18 градусов. И именно такой режим поддерживается зимой в 5 миллионах домовладений в Британии. Отдельного внимания заслуживает система отопления в Дании. В этой стране, население которой примерно в 1,5 раза больше, чем в Татарстане, сетями центрального отопления охвачено порядка 60% жилищ. Наряду с другими способами получения тепла здесь действуют 30 заводов по переработке отходов в энергию. Они производят тепло, которым обогреваются дома. В Копенгагене расположен один из самых молодых таких заводов. Предприятие производит четверть всего тепла, необходимого городу – 25%. Место расположения завода практически в центре города, недалеко от здания правительства и резиденции королевы Дании, было выбрано не случайно, чтобы было удобно доставлять тепло и электроэнергию для потребителя по тепловодам и сетям.
Технологически, как объясняет представитель завода, все построено на принципе атмосферного сжигания. Топливо, мусор и кислород. Старая мебель, старая одежда, органика, пластики. На полную переработку уходит где-то треть всех отходов. Мусор как вид топлива – идея, безусловно, интересная. Особенно если учесть, что альтернативные источники энергии приобретают все большую популярность. Так называемую зеленую энергию получают из солнечного света, ветра, дождя, приливов и геотермальной теплоты, тех самых источников, которые пополняются естественным путем. По некоторым данным, около 18% мирового потребления энергии удовлетворялось до последнего времени именно таким способом. Интересно, что и Татарстан проявляет интерес к возобновляемым источникам энергии. Из всех ее видов по климатическим особенностям для республики наиболее подойдет энергия ветра, говорят исследователи. В прошлом году ветроизмерения были проведены в Камско-Устинском, Рыбнослободском и Спасском районах. Казанский государственный энергетический университет провел ветромониторинг на территории Республики Татарстан. Нами были определены точки, где могут быть установлены ветропарки, которые, в принципе, будут окупаемы и могут использоваться как источник получения электрической энергии. Поясним, ветроэнергетика преобразует кинетическую энергию воздушных масс в атмосфере в любую форму энергии, в том числе и в тепловую. Вполне возможно, что когда-нибудь тепло и комфорт в наши дома будут приносить холодные ветра, дующие над Татарстаном. Нужно отметить, что энергетики активно трудятся круглый год. Как только отопительный сезон заканчивается, теплоснабжающие организации начинают подготовку к следующему. Перед началом отопительного сезона все объекты теплоснабжения должны получить паспорт готовности. Документ подразумевает, что дефекты сетей устранены, оборудование находится в работоспособном состоянии, а на теплоисточнике есть нормативный запас топлива. Сейчас ко мне в студии по видеосвязи присоединится начальник производственно-технического отдела компании АО ТКК-16 Алмаз Латыпов, который, мы надеемся, ответит на все мои вопросы и вопросы жителей Казани. Алмаз, доброго дня, рада вас приветствовать в нашей студии. Добрый день. К сожалению, снова нам приходится с вами общаться так вот дистанционно. Надеемся, что скоро мы сможем принимать гостей у себя в студии. И для начала расскажите нам, пожалуйста, о готовности вашей компании к осенне-зимнему периоду. Насколько мы знаем, что индекс готовности вам присвоен 0,99. Что это значит? Так, у вас на данный момент получается устаревшая информация. На сайте Минэнерго недавно опубликована информация, что индекс готовности ТКК-16 составляет единицу. Это самый максимальный балл. В принципе, это означает, что компания ТКК-16 готова к отопительному сезону без условий. И, в принципе, дело остается за немногим – получить паспорт готовности. Мы вас с этим поздравляем. Надеемся, действительно, сезон пройдет безаварийно, очень хорошо, и вы всех согреете своим теплом. А сейчас наша команда предлагала людям на улице задать вопросы, которые волнуют их в связи с началом отопительного сезона. Предлагаю ответить на них. У меня вот такой вопрос. Почему осенью батареи, холодно уже на улице, а батареи такие вот, чуть-чуть тепленькие, или вообще это поздно начинает отопление? Вот это меня вопрос очень волнует. А весной наоборот. Да, вот такой вот вопрос очень актуальный. Так. Мне в большей степени кажется, что причина заключается все-таки в субъективном восприятии температуры. Все-таки весной и осенью по-разному ощущается температура окружающей среды. Но если мы коснемся теплоснабжения, то источники тепловой энергии, как мы знаем, работают по температурному графику. И по распоряжению диспетчеров на определенную температуру наружного воздуха устанавливается соответствующая температура сетевой воды. И это абсолютно не зависит от того, осень это, весна или даже зима. Единственное, могу предположить, что непосредственно после объявления о начале отопительного сезона могут быть некоторые проблемы режимного характера, связанные все-таки с включением отопления в жилых домах. Такой период длится недолго, это около 2 недель. За это время, как в тепловых сетях, так и внутридомовых системах отопления, режимы должны быть налажены.
Но в любом случае при недостаточном уровне тепла в помещениях все-таки рекомендую обращаться в свою управляющую компанию. Спасибо, это очень интересный ответ. А теперь давайте перейдем ко второму вопросу. Почему тепло дают не всем жителям одномоментно и как определяется приоритетность? С выходом постановления о начале отопительного сезона от управляющих компаний начинают поступать заявки теплоснабжающей организации, заявки на подачу тепла в дома. Далее комиссия, состоящая обычно из представителей теплосетевых организаций, теплоснабжающих организаций и непосредственно представителей управляющих компаний, производит подачу теплоносителей в жилое здание. И понятно, что штат этих организаций не предусматривает персонал в таком количестве, чтобы одновременно или хотя бы в течение одного дня включить все объекты. Как мы понимаем, очень большое количество домов в Казани. Что касается очередности, то тем же самым постановлением предусматривается первоочередное теплоснабжение объектов здравоохранения, это в том числе детских, дошкольных и образовательных учреждений. Спасибо, достаточно внятный ответ. А теперь давайте перейдем к третьему вопросу. Во дворе 21 век, летом отключать горячую воду. Как можно этого избежать? Горячую воду отключают летом для проверки теплосетей на прочность. Так называемая опрессовка тепловых сетей, в ходе которых именно выявляются наименее надежные участки сетей, на которых впоследствии будут проводиться ремонтные работы. Кроме того, в этот период отключения проводятся плановые работы как в тепловых сетях, так и на теплофикационном оборудовании ТЭС. Эта мера все-таки вынужденная, но необходимая для обеспечения бесперебойной подачи теплоносителя в зимний период. Отключение же горячей воды зимой может быть только при аварийном режиме. Теплосетевые компании формируют специальные аварийные службы, задача которых в кратчайшие сроки устранить причины возникновения для восстановления режима теплоснабжения. А вот следующий вопрос, он как раз-таки связан с предыдущим. Давайте его послушаем. Он как продолжение. Вот когда случается авария, прекращается подача горячей воды. Вот нужно придумать какой-то резерв, чтобы откуда подали эту воду, а то страдают же люди. Да, интересный вопрос. Смотрите, в чем дело. Для устранения аварии отключают определенный участок сетей, после чего производится ремонт труб, соответственно. Поэтому прекращается подача горячей воды. Прокладка резервного все-таки трубопровода тепловых сетей – это достаточно затратное мероприятие. Кроме того, потребуется их ежегодно обслуживать, что в конечном итоге отразится на тарифах. Тем более, как я уже говорил, аварийные службы находятся наготове круглосуточно и за кратчайшее время могут устранить причины аварии. Зачастую жители на самом деле даже не замечают, что были какие-то отклонения теплоснабжения. Достаточно быстро устраняются все замечания. То есть, получается, отключение горячей воды нам не избежать. Итак, финальный, пятый вопрос. Давайте послушаем его. Каждый год приходят разные суммы на отопление, на тепло. Из чего они складываются? У нас тариф утверждается Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам. Структура конечного тарифа формируется из следующих составляющих. Во-первых, это затраты на производство тепловой энергии. Во-вторых, затраты на передачу тепловой энергии, а также затраты на сбыт, то есть непосредственно сбытовые услуги. Кроме того, конечная сумма в платежных квитанциях жителей зависит, собственно, от объема потребляемой тепловой энергии, что, в свою очередь, зависит от погодных условий, от наличия общедомового узла учета, а также от наличия автоматики погодного регулирования. Приведу пример. Вот в ЖК «Салават Купера», для которой ТК-16 является единой теплоснабжающей организацией, в каждой квартире стоит индивидуальный прибор учета, и жильцы могут самостоятельно регулировать уровень тепла в квартире. В конечном итоге это отражается в сумме в их платежках. То есть, получается, по городу у жильцов могут быть разные тарифы у всех, да? Да, это зависит непосредственно к каким сетям и каким источникам они подключены. На этом все. Благодарю вас, Алмаз, за подробные ответы. Всего вам доброго. Спасибо и вам. Всего хорошего. До свидания.
Как готовятся энергетические компании нашего города к отопительному сезону? С какими трудностями столкнулись в этом году энергетики? Это и многое другое в материале наших корреспондентов. В Казани в этом году отопительный сезон начался 21 сентября. Досрочная подача тепла в больницы, стационары, роддома, детские сады и школы по заявкам руководителей началась чуть раньше, 17 сентября. На сегодняшний день все казанские многоквартирные дома, а их почти 5500, и все 822 объекта социальной сферы отоплением обеспечены. И существует такое правило. Когда среднесуточная температура достигает 8 градусов и держится на протяжении 3 суток, Исполнительным комитетом муниципального образования подписывается распоряжение о старте отопительного сезона. И все теплоснабжающие организации начинают свою работу. Горожане, с которыми мы поговорили на улицах, о проблемах с теплом в квартирах не упомянули ни разу. Погода в доме жителей в этом году вполне устраивает. Тепло. Я на 9 этаже живу, поэтому тепло. А вообще бывает прохладно, да, соседи? Нет, у меня не бывает прохладно, ни летом, ни зимой. Да, тепло. А вообще как с отоплением? Отлично, жалоб нет, претензий нет. Тепло. А вообще, вот по прошлым годам, если вспомнить, когда суровая там зима, всегда тепло у вас? У нас теплая квартира, у нас тепло. Стоит отметить, это для населения осень, пора, когда батареи становятся горячими. А для энергетических компаний и коммунальщиков очередной отопительный сезон начинается, можно сказать, сразу же, как только заканчивается предыдущий, еще весной. Это самый активный период ремонтов, опрессовок, обследований, для того, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение во время предстоящих холодов. В этом году из-за действующих ограничений графики плановых работ были скорректированы, но это никак не сказалось на качестве подготовки к зиме. Несмотря на снижение энергопотребления, объявленный режим нерабочих дней и карантинные мероприятия, утвержденные планы не были нарушены. Так, в АО ТГК-16 все запланированные работы были выполнены к концу сентября. Закончены ремонты теплосетевого оборудования, проведены пробные растопки котлов на резервном топливе и гидравлические испытания тепловых сетей. С завершением предыдущего отопительного сезона в апреле-мае этого года резервное оборудование было отключено в ремонтный период. Во время ремонта мы провели 2 капитальных ремонта турбинного оборудования, текущие плановые ремонты котельного оборудования и большую инспекцию по газотурбинной установке. На Казанской ТЭЦ-3 проведенные ремонты позволили привести показатели оборудования к проектным значениям, а по газотурбинной установке даже повысить выработку электроэнергии. Суммарно же подготовка филиалов ТГК-16 к осенне-зимнему периоду предусматривала 52 мероприятия. Все они выполнены. Готово к новому отопительному сезону не только оборудование объектов ТГК-16, но и персонал станций. Так, например, на Казанской ТЭЦ-3 были проведены аварийные учения. Кроме ремонтно-восстановительных работ мы проводим подготовку персонала. Сюда входят различные обучения, тренировки, стажировки. В этом году были проведены тренировки оперативного персонала к различным аварийным ситуациям. Прорабатывались такие ситуации, как переход на резервный вид топлива, на ввод в работу резервного оборудования, на мероприятия по разгерметизации зданий. Все тренировки были проведены успешно, с хорошей оценкой и без замечаний. Только за прошлый год свыше 33,5 миллионов гигакалорий тепловой энергии в виде пары и горячей воды было отпущено потребителям в Татарстане. Из них более половины, 61,8% тепла, поступило от объектов АО ТГК-16, Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ ПТК-1. Казанская станция отпустила за прошлый год порядка 2,8 миллиона гигакалорий тепла, Нижнекамская – почти 18 миллионов. За первое полугодие 2020 года источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии АО ТГК-16 уже отпустили на нужды промышленности и объектов жилищно-коммунальной сферы республики 8,9 миллионов гигакалорий тепловой энергии. Впереди интенсивная, бесперебойная и надежная работа в отопительный период 2020-2021 годов. Подтверждение – максимальный индекс готовности, полученный от Минэнерго России. На этом все. Увидимся через неделю на телеканале ТНВ. До свидания.